Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваше внимание, за вашу активность, за ваши лайки, добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Кто и что изменит вашу жизнь к лучшему? Если тема интересна, присоединяйтесь. Посмотрите на песочек, загадайте на себя, назовите свое имя, также назовите свою дату рождения и задайте вопрос. Кто и что изменит мою жизнь к лучшему? Надеюсь, вы все настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Высшие силы вводят моими руками. Открой то, что сейчас скрыто, и то, о чем вы так сильно можете узнать. Так. Вы знаете, вот я так скажу, кто больше всех вас донимает и раздражает в плане отношений, эмоций. Возможно, вы в браке, что-то у вас не получается. Возможно, вы в отношениях, как-то у вас отношения как в болото превращаются. Ну, вы чувствуете, да, что почва уходит из-под ног, партнер как-то себя ведет, то юлит, то хитрит, то морозится. Вот, но тут идет ситуация резкого перелома после каких-то событий. Это не у вас эти события происходят, не лично с вами, а с вашим партнером. Что-то произойдет в жизни вашего партнера. С чем-то он столкнется. Столкнется с тем, что он ни морально, ни физически не сможет одолеть. И ему очень-очень сильно понадобится ваша помощь, ваша подсказка, ваше участие. Он просто, знаете, как почувствует, что сзади кто-то есть и может подстраховать. Переоценка ценностей произойдет у вашего партнера. Прям, знаете, как в один день поменяется человек, может быть, даже в один час, там, в одну минуту. Вся жизнь перед глазами пролетит. И прям, знаете, такой будет: боже мой, какой же дурак, либо какая же я непутевая, да, что же я так зазря дорогого и любимого человека обещала, и вот судьба меня прижала. А куда идти, кто меня примет, кто поймет, кто поможет? Конечно же, к вам придет. Конечно, придет к вам, и придет не с гордо поднятой головой, а с поникшей, как проситель придет. Здесь будет все: и разговор, и раскаяние, и очень много каких-то добрых слов, таких, знаете, сердечных. Вы будете смотреть на этого человека, вы будете верить, вы будете понимать, что вот, да, действительно, вот теперь ты настоящий, либо настоящая, вот она искренность. Если вы в браке очень много лет, то действительно впервые вы увидите, как этот человек по-настоящему может говорить, вот именно от сердца. Здесь идет восстановление, примирение и прогресс на ваши отношения. Вы мало того, что вы сможете договориться, так вы же еще и новую страничку в своей жизни начнете. Даже там, где уже была просто выжженная пустыня, зародится жизнь. Новая, прекрасная жизнь. Вот ваше это семейное дерево, да, например, уже там все посохло, градом его побило, там листики желтенькими стали, поопадали, да, веточки сухие ломаются. А нет, появятся новые веточки, будут новые почки, новые листочки, цветочки, ягодки. Все это впереди. Вашу жизнь поменяет именно ваш партнер. Партнер, от которого вы уже практически ничего не ждете, либо в котором вы совершенно как-то разочаровались. Идет перемена в нем зажигается этот огонь, и этот огонь он разделит с вами, либо она разделит с вами. Здесь идет восстановление чего-то утраченного, да, чувств, эмоций, любви, возможно. Может быть, вы давно в браке, привыкли очень сильно друг к другу. Здесь будет и любовь, и уважение, и сотрудничество, и рука об руку, и душа в душу. Понимаете, вот такая ситуация развернется. Вы знаете, от этого союза родится еще что-то новое.
У кого-то это отыграется как беременность, рождение ребеночка, у кого-то это отыграется как совместное дело, совместная работа, какой-то совместный труд. Либо там дом начнете вместе строить, либо вы бизнес какой-то совместный начнете вести. То есть здесь уже не просто семья, да, и два партнера, а здесь еще как такая вот, знаете, прям как симбиоз, как вы друг друга, что ли, прорастете. Очень замечательная, кстати, ситуация. Так, здесь у меня семья, которая объединена ребенком. Почему-то папочка в одну сторону смотрит, мамочка в другую, а ребеночек между ними, как между двух огней. Вы знаете, ваш ребеночек, он не просто так пришел в этот мир и в вашу семью, он вас будет держать вместе. Вот как бы вы там себе не думали, развестись, разойтись, я просто вижу, что у вас разные взгляды, разные вкусы, разный менталитет, темперамент абсолютно разный. Но вот ваш ребенок, он вас настолько сильно объединяет, и, ну, понимаете как? Он не дает вам возможность разойтись. Вот ваш брак и ваши отношения, они кармические, да, кармические. Они не бывают простыми. Все кармические отношения, они с каким-то надрывом идут. То есть лично я не знаю счастливых браков кармических, но это большой плюс. Большой плюс пройти то, что вы должны пройти, научиться, округлиться, да, и уже в следующем, например, воплощении быть счастливым человеком, человеком, который дальше будет развиваться. Вы знаете, вот ребенок настолько сильно вас будет, вот он будет расти, он будет становиться на ножки, он будет развиваться, взрослеть, да, и он всегда, чем старше он будет становиться, тем больше он будет вас соединять, объединять. Если вы девушка, вы забеременели, и мужчина ведет себя, ну, крайне халатно, да, как-то вот там принято говорить, морозится, да, ни да, ни нет, ни привет, то мужчина, знаете, вот из чувства долга, хотя на самом деле это будет не чувство долга, а именно вот этот кармический брак, он к вам придет. Будет непросто, но вы должны быть вместе, и вместе вы будете. Вместе будете. Вы настолько оба прокачаетесь, настолько вы оба как оботретесь, да, вот сойдет вся вот эта шелуха, пыль, грязь, все это сойдет. Вы очиститесь. Этим отношениям быть, тут никуда друг от друга не деться. Вы должны будете объединяться каждый раз вокруг вашего ребенка для того, чтобы его поддерживать. Так что, мои хорошие, не думайте, кто там переживает, думает, что все. Нет, это не все. Это абсолютно не все, и еще всему быть, понимаете? Вот именно я имею в виду хорошее. Так, здесь у меня самолет выходит, но самолет почему-то у нас летит вверх. Но здесь явно поездка как будто бы в один конец, что ли, идет. Либо вы... Вот смотрите, кому-то идет поездка, вы думаете, что вы поедете и вернетесь, но вы не вернетесь, вы там, скорее всего, останетесь. Вот человек едет как попробовать, посмотреть, присмотреться, либо вынужденно, да, там, например, он отправляется в поездку и, приехав, понимает, что нет, вот здесь я и останусь. Человек там остается. И что повлияет? Повлияет прием, который вам там окажут. Повлияет эта земля, повлияют люди, которые на этой земле проживают. Принятие этих людей, их отношения, желание помочь, подсказать. Вот прям полюбите вы ту землю, на которой вы окажетесь, либо то место, в которое вы полетите, либо приедете. То есть по самолету, в принципе, это не обязательно на самолете лететь. Это может быть поездка и там, на другом транспорте. Вы не едете на постоянку, вы едете, ну, как вынужденно, либо просто, да, там собирались, поехали. Но вы там будете оставаться, то есть там уже будете выстраивать свою жизнь. Хорошие люди вас будут встречать. Кстати, найдете себе очень хорошего друга. Что-то с головой этого человека, да, то ли это человек, который по работе вынужден носить головной убор, либо такой человек маргинальный, постоянно в каком-то головном уборе ходит. Вот этот человечек станет вам не только другом, но и самым лучшим верным там помощником, подсказчиком.
так чуть ли не как мама станет для вас. Будет постоянно вас там ходить, оберегать, опекать, для вас очень много будет делать. Это, кстати, человек вам кармический должник. То есть в прошлых жизнях вы были в диаметрально противоположном направлении. То есть вы этому человеку помогали, а в этой жизни уже человечек вам, да, возвращает долг, будет вам помогать. Так, здесь у кого-то очень скверный начальник, либо начальница. Человек, который ну, как-то к вам относится, может, даже в какой-то степени, вот, на ваш взгляд, неуважительно. Там, подстёбывает как-то, где-то вот, там, скажем так, не стесняется каких-то выражений, что пытается там у вас найти, там, подковырнуть, да, там, что-то вам указать. Какое-то такое идет отношение. Вы воспринимаете как нездоровую критику, да, и предвзятое отношение. На самом деле там немножечко все по-другому. Вы поймете это буквально через несколько лет. Кто-то раньше, кто-то позже. Благодаря тому, что вы сейчас проходите вот эту, ну это дрессура, понимаете, по-другому тут и не скажешь. Это слово страшное, но вы закаляетесь, вы прокачиваетесь. Этот человек же не просто так вас третирует. Нет. Этот человек видит огромный потенциал в вас, огромнейший. И также видит, что вы немножечко как ленитесь, возможно. Возможно, вы не амбициозный человек. Вы не желаете пользоваться всеми теми дарами, которые в вас вложила Вселенная. А этот человек все видит. И этого человека, знаете, его раздражает, что вот как человечек способный, талантливый, ну так несерьезно относится к своей жизни, к себе и, например, там, к работе. Пройдет несколько лет, вы добрым словом будете вспоминать этого своего начальника либо свою начальницу. Потому что то, что сейчас вложит в вас в этот человек, или то, что вкладывает, да, может быть, форма подачи выбрана неприятная для вас, и да, может быть, где-то можно было бы и помягче, но тем не менее, пройдя вот эту школу, вы станете очень мощным человеком, вы перестанете бояться каких-то вещей, вы утратите какую-то ложную скромность, понимаете, вот идет прокачка вас, прокачка и апгрейд полный причем. Вам не так долго еще под этим человеком ходить, там ситуация в один момент поменяется в плане того, что вы перейдете либо на другую работу, смотрите, либо вы перейдете, либо этот человек перейдет. А вот та подготовка, ну это как в армии, да, человек пошел в армию, ну кому легко в армии, там новобранцам, разве им легко? Новые правила, устав, там подчинение, строгая там субординация. Вот и вы как будто бы вот в армии сейчас находитесь, пройдете вот этот курс юного бойца, и сами потом пойдете на повышение. Да? Легкий путь к генеральской позиции у вас будет. Так что не переживайте, не расстраивайтесь. У кого-то, кстати, ситуация отыграется с конкурентами либо соперниками. Вот такое впечатление вот у меня складывается от этой цитки, что я вижу перед собой человека внешне очень приятного, вот такого рассудительного, умненького, хорошо образованного, но человека, который, ну, где-то так, процентов там всего лишь на 30-35 использует все свои возможности и способности. Не потому, что человек не хочет, потому что, скорее всего, какая-то либо лень, либо нет такой нужды, необходимости. А вот ваши соперники и ваши конкуренты, они вас заставляют постоянно активно задействовать мозг, интуицию, быть человеком, который стремится там, к победе, к какой-то реализации, себя показать, да, в грязь лицом не упасть. То есть они вас по факту стимулируют. Да, конечно, бесит и раздражает, и не хотелось бы этого всего. Вы вообще человек не конфликтный. Такой спокойный человек. Вот если так внешне посмотреть на вас, да, спокойный человек. Но они ж не зря в вашей жизни появились. Они должны вас вывести, вернее, довести до какого-то момента кипения, когда вы поймете, что насколько же я ресурсный человек, насколько у меня потенциал развит, что я могу, что я из себя представляю.
У вас благодаря вот этой конкурентности, борьбе, соперничеству, у вас откроется новый путь, откроется новая возможность. Что в отношениях, что в бизнесе, что в ваших делах. То есть благодаря той ситуации, которая в вашей жизни уже происходила и происходит сейчас, вы получаете очень серьезный прям такой старт на ваше новое будущее. Вот кому-то по судьбе прям каким-то таким серьезным делом заниматься, чем-то таким вот, ну не знаю, я не побоюсь этого слова, я скажу, как вижу, гениальным, да, то, что другим недоступно. Вы что-то придумаете, вы что-то такое изобретете, какое-то инноваторство, креативность, энтузиазм какой-то от вас пойдет. А это все благодаря тому, что ваши вот конкуренты вас донимают. То есть прорыв. У вас случится прорыв. И творческий, и в отношениях также может случиться прорыв. Кто-то вот в треугольнике, например, находится. И треугольник какой-то бесконечный. Бесконечный просто. Вроде как доходите до какой-то точки, потом раз, все разбежались, разошлись. И что с этим делать, непонятно. Вот этот ваш треугольник, на самом деле, хоть он очень болезненный, но это старт в вашу семейную, добрую, теплую жизнь. Вот поверьте. Вы здесь прокачаетесь, как себя вести, как относиться, что можно, что нельзя, что нужно требовать, а что нужно давать. И уже в будущем у вас будет своя собственная прекрасная семья. Семья, в которой будет и порядок, и любовь, и доверие, и счастье у людей. Это так именно и произойдет. Дальше. Кто-то у меня страдает по здоровью. Но либо вы страдаете, либо кто-то из ваших близких. Какие-то есть проблемы, которые практически невозможно решить. Вроде как бы вы и стараетесь, вы там и лечитесь, какие-то, может быть, операции, манипуляции проходите. Какое-то временное улучшение, а потом у нас откат обратно идет. Какая-то такая ситуация нехорошая. Вот я вижу, что вы найдете доктора. Доктор, вот сразу говорю, я вам описание дам этого человека. Человек молодой. Внешне выглядит очень молодым, но у этого доктора как будто бы очень много каких-то знаков отличия, может быть, каких-то дипломов, наград. У него какой-то очень нестандартный подход. Вообще, в принципе, да, вот вроде как медик, но с нестандартным подходом. Может быть, он комбинирует разные там виды лечения, может быть, там традиционное, нетрадиционное, может быть, что-то экспериментальное, да? Может быть, какие-то свои даже методики разрабатывает. Вот у вас идет встреча с этим человеком. По возрасту будет младше, чем вы. У кого-то отыграется прям гораздо младше. То есть, как, я не знаю, там сын, даже у кого-то может как внук отыграться по возрасту. Но невероятно талантливый человек, но доктор от Бога. Вот вы когда увидите этого человека, вы скажете, да, что это, кто он там такой, да, что он там меня вылечит. А вы знаете, вы с ним поговорите буквально там несколько минут, и вы будете сидеть в шоковом состоянии с открытым ртом и думать: боже, ты вообще человек? Кто ты? Божественное создание. Он настолько умный, настолько вот он, знаете, и обходительный, и очень коммуникабельный человек. Он настолько грамотно вот вам все это доходчиво объяснит, что вы ему полностью доверитесь. И вот от этого доверия вот весь этот процесс лечения, он еще более станет и качественным, и эффективным. Вот этому молодому доктору суждено вас вылечить, поправить, либо вас, либо ваших близких. Человечек просто, это счастье. Счастье встретить такого человечка, и грамотного, и опытного, и талантливого. Так что не думайте, не переживайте, никаких точек крестов на себе не ставьте. Вам еще быть здоровым человеком, либо кому-то из ваших близких. Кто в такой ситуации, тот меня понимает. Дальше, мои хорошие. Невозможность изменить, то ли место жительства, то ли ту ситуацию, которая сейчас у вас сложилась. Больше, конечно, похоже на место жительства. Возможно, вы хотите уехать, либо вы, возможно, хотите приобрести там жилье,
вообще, в принципе, да, обзавестись своим жильем. Может быть, у вас какой-то план переехать с одного места на другое место, найти там новую квартиру, либо купить новую квартиру. Вы об этом очень много думаете. Думаете, и чем ближе вы приближаетесь к этому моменту, тем он от вас дальше оказывается. Знаете, время еще не пришло. Ваше время еще не пришло. Вы на кого-то очень сильно надеетесь. Это может быть ваш партнер, это могут быть там какие-то доверенные лица, там, риэлторы, профессионалы и прочее. Ваше время переезда еще не пришло. У вас другая задача на сегодняшние дни идет, на ближайшее будущее. Вам нужно подкопить как деньги, так и какие-то ресурсы, и себя как-то, вот знаете, вывести на какой-то новый уровень. Может быть, в работе, может быть, в том деле, которым вы занимаетесь. Ваше время — это не сейчас. Ваше время придет вот где-то месяцев через 5-6. Вот тогда ваше новое жилье вас само найдет. Будет какое-то гениальное предложение, гениальная возможность, причем как-то, знаете, ну еще раз говорю, да, как на голову упадет. Вы уже, может быть, забудете, либо будете думать там постольку-поскольку. А тут раз, звезды все сложились, и предложение поступило, и у вас возможность есть, и вы приобретаете то, о чем думали, мечтали, надеялись, и причем, знаете, гораздо лучше, чем вы себе там могли даже в самых смелых фантазиях представить. Поэтому, мои хорошие, не надо обвинять тех, кто вокруг вас, не профессиональных работников, да, тех же риэлторов, не близких людей, которых вы там можете обвинять, что они там не хотят, либо саботируют это событие. Нет, это просто ваше время еще не пришло. Здесь нужно набраться сил, здесь нужно набраться терпения, прокачать себя, да, укрепить себя, и потом уже, поймите, да, судьба сама вас найдет. Так, важный момент по отношениям. Еще хочу сказать, здесь молодые люди. В принципе, да, по возрасту могут быть молодыми, а может быть, они только недавно начали общаться, встречаться. Здесь ситуация крайне непонятная. Женщина, в принципе, готова, хочет, желает, видит перспективы и возможности на совместный брак, отношения, а мужчина немножечко, ну, как в полоборота стоит, да? Он вроде как бы и к ней тянется, и вроде у них все неплохо, и вроде движутся они вместе в какую-то сторону. Но с другой стороны, его что-то очень сильно отвлекает. У женщины здесь могут быть и нервные срывы, и истерики могут быть по этому поводу, и ревность, да, какое-то даже недоверие к мужчине. Девочки, что тянет его вниз? Финансовая сторона жизни. Этот мужчина, он такой, знаете, перфекционист, да, ему хочется, чтобы все было идеально. От вас он никуда не денется, разве что вы его сами там не заблочите, не выгоните и не откажетесь от него. Ему очень хочется, чтобы у вас жизнь ваша совместная, она началась правильно, при хороших условиях, при хороших возможностях, чтобы он мог вам давать все то, чего вы заслужили, и чтобы вы могли, например, заселиться в хорошую квартиру, чтобы он мог покупать вам то, чего вы достойны, чтобы у вас в вашей семье, да, в ваших отношениях не было никаких проблем, куда пойти, что купить, чтобы вам там не приходилось перебиваться там, с копейку на копейку, на чем-то экономить. Его это пугает. Его пугает то, что он, как мужчина, не справится финансово с этой ситуацией, да, с ситуацией отношений, там, семьи, брака. Вы ему очень нужны, вы ему очень важны. Но вот неуверенность, что ли, в себе, либо в своей состоятельности, она не позволяет этому мужчине, ну, полностью открыться к вам, в вашу сторону. Там нет каких-то других причин, там нет там, женщин, там, семейного влияния, ничего этого нет. Это исключительно его желание свою королеву носить на руках и обеспечивать, ну, по-королевски. Кстати, у вас с ним будет очень серьезный разговор, который на вас очень сильно повлияет. Вы знаете, как будто бы вы на него другими глазами посмотрите. Вот он вам что-то скажет такое, вот прям за душу берущее. Вы, девочки, его еще больше любить будете, и больше будете уважать, и доверять ему больше будете.
То есть мужчина это неплохой. Не отказывайтесь преждевременно от этого человека, дайте ему возможность закрыть какие-то свои тылы. Он сейчас очень усердно над этим работает, ищет варианты, выходы, возможности. И как только он почувствует стабильность, девчонки, тут будет все. И совместная жизнь, и брак, и счастливая семья. Все он вам даст. У него, кстати, в руках сила есть. То есть он талантливый человек, и плюс еще вот прям к чему не притронется, да, он прям из любой какашки конфетку сделает. Вам кто-то может что-то говорить, либо сеять панику в вашу душу. Не слушайте этих людей, доверяйте своему сердцу. Так, еще из важного, здесь у меня какая-то дележка. 2 человека делятся за одного, вернее, делят одного. Здесь могут родители делить ребенка, здесь могут, наоборот, дети делить маму либо папу. Но это больше не спор, а как вот люди пытаются поделить именно человека, внимание, что ли, больше получать, либо привлекать внимание этого человека. Смотрите, если делят вас, то не становитесь ни на чью сторону, не становитесь, а постарайтесь, наоборот, тех, кто вас делит, объединить. Объединить, причем придумайте что-нибудь, какое-то дело, либо какое-то событие, да, какое-то, может быть, общее занятие, чтобы вы все вместе вот одной командой стали. Если вы кого-то делите, самое лучшее, что вы можете сделать, это дать этому человеку свободу выбора. То есть там не ставить условия, там, нет, выбирай только меня, иначе я там что-нибудь сделаю. Нет, скажите, я тебя люблю, и я хочу, чтобы ты там либо была, либо был счастливым. Выбирай так, как тебе будет хорошо. Поверьте, эти слова, они окажутся золотыми. Сразу же человечек к вам повернется полностью. Покажите свою истинную душу. Она у вас такая красивая, такая светлая, такая, прям, знаете, сверкает. Серьезно, тут не должны быть какие-то баталии, столкновения. Здесь должны быть очень теплые, нежные эмоции, человеческие, понимаете? Это не война. Это желание, как говорится, любить, быть любимым, и чтобы все жили в мире и в счастье. Вот это поможет вам справиться с этой борьбой, с этой конкуренцией. Так, еще хочу сказать по поводу ситуации, вот связанной, скорее всего, с каким-то судом. Тут суд. Но это не обвинительный какой-то суд, а за какие-то права, либо за какие-то возможности происходит какой-то суд. Вот смотрите, справедливость будет на стороне слабого. Я не могу сказать, как это повлияет на вас. Вот вы по себе подумайте, вы с какой стороны, вы сильный либо слабый. Если вас это касается, и вы выходите как слабый, то справедливость будет на вашей стороне. Здесь слабый не будет обижен, наоборот, он будет как при награде. Но здесь как-то интересно у вас сложится. Здесь так сложится, что и вашим, и нашим, понимаете? И вот вас не обидят, и какое-то правило, либо какой-то закон будет соблюден. Вот как-то хитро все повернется. Вам очень хороший судья подойдет. И если вы еще не знаете, если есть какая-то возможность что-то поменять, но мне вот идет, я не знаю, судья это или нет, но это будет женщина. Это будет женщина, которая сыграет какую-то очень важную, ключевую роль в вашем деле. Вот прям женщина идет. Так, еще хочу сказать по поводу работы, скорее всего. Это работа, либо желание работать. Какое-то, может быть, условие на работе есть, либо будет в будущем. Условие внешне какое-то невыгодное, либо ситуация внешне, вот посмотришь со стороны, кажется, что это невыгодно, кажется, что это вот ущерб вам, да, в ущерб вашему будущему, вашей зарплате и вашему, например, ощущению. Но на самом деле там где-то поглубже, если ковырнуть, то там живительный источник.
То есть у кого-то отыграется, что вам будут предлагать работу, которая там ниже по вашей квалификации, либо вообще, в принципе, не связана с вашим профессионализмом. Но поступив на эту работу, поступив и начав работать, для вас открывается просто, я не знаю, там, скоростной лифт карьерный, да, вы начнете двигаться и развиваться. У кого-то это отыграется, что ваш, например, там бизнес маленький, в какой-то момент вот вы думаете, что делать, закрывать либо продолжать. У вас появится вот какое-то либо предложение, либо гениальная идея придет в вашу голову, что вы начнете его прокачивать. Возможно, немножечко в другом направлении, но то, что будет прекрасный рост, прекрасное развитие, это точно. То есть здесь идет путь с малого, с малого. С малого вы идете и поднимаетесь вверх. Так, еще хочу сказать по бывшему. Здесь бывший мужчина выходит, бывший именно вот с кем вы были в отношениях и разошлись, либо бывший муж, с кем вы там, например, развелись. Причем развелись там, ну, значительный уже период прошел с того момента. Вот у этого человека совесть заиграет. Совесть. И от этого человека ждите каких-то хороших поступков, либо дел, либо помощи в вашу сторону. Вот сейчас он уже о вас думает постоянно, думает о том, что очень плохо с вами поступил, как-то несправедливо, не по-человечески. И обдумывает именно в сегодняшнем моменте, вот когда я делаю эту отсылку, он постоянно думает, что я могу сделать, как я могу скомпенсировать те, ну, скажем так, неловкие моменты, либо те обиды, которые я там причинил, нанес. И человек появится на вашем подруге, появится с каким-то предложением, с какими-то подарками, кому-то деньги мужчина принесет, кому-то отпишет, наверное, что-то вот важное, да, вот прям знак доброй воли. Человеку ничего не нужно будет, кроме вашего прощения. И если вы захотите восстановиться с этим человеком, ну, вы сделаете его самым счастливым. То есть идет именно такая ситуация, да, вот человек передумал, осознал, совесть, да, заиграла, будет пытаться вот восстановить справедливость, да, причем как бы себя он обвиняет, не вас, себя обвиняет. Хотя, может быть, расходились вы по-другому, что он обвинял вас. Ждите от этого человека каких-то действий, ну прям таких существенных. То есть либо какая-то там мега помощь будет оказана, либо финансово он будет как-то вам давать по финансам. Так, и еще хочу сказать про женщину. Здесь выходит женщина. Женщина, скорее всего, как подруга идет. Женщина для женщины. Но что-то недоброе у нее к вам. Вы уже это замечаете. Вот знаете, вы рассказываете ей о чем-то хорошем, положительном, вы с ней делитесь, а она такая типа угу, и сидит с таким постным, кислым лицом. И вы думаете, ну как, мы с ней столько лет вместе, мы там дружили, все замечательно было. Что произошло? Произошла банальная зависть. Зависть. Знаете, сильный человек, он не будет никогда завидовать. Он будет, наоборот, стараться там догнать, перегнать, да, как-то хотя бы там здраво конкурировать. А слабый человек, он идет по этому низшему пути. Он начинает завидовать, его там начинает там кривить, косить. И во всех своих там неудачах он не обвиняет себя, свою леность, свой какой-то паразитизм. Наоборот, он говорит, значит, что у тебя там семья, работа, там еще что-то, тебе просто везет, вот ты такая-сякая. А может быть, ты у меня удачу украл. Знаете, вот начинает перекидывать вот эту свою головную боль, да, на объект своей, скажем так, ну, ненависти я не буду говорить, да, но вы понимаете, о чем. В эти отношения они сойдут на нет. Они сойдут, и чем раньше вы прекратите это общение, эту дружбу, тем будет лучше. Поверьте, там это не первого дня ситуация, она уже какой-то период происходит. Вы уже не первый месяц чувствуете, вроде как все нормально, да, но вот запашок-то идет, и никуда не деться. И вам не кажется, это действительно так. А женщина, которую вижу я, смотрите, она как жена без мужа. То есть либо она замужем, но муж там, ну, как бы
поле в ее отсутствует, да, либо там пьет страшно, либо там как приходящий, уходящий, но она, смотрите, столкнулась недавно с какими-то трудностями, связанными с работой, с деньгами. Вот. И получается, что у нее, значит, плохо, трудно, а у вас типа все хорошо. И она постоянно приходит и вам рассказывает о своих проблемах. Постоянно. Одно и то же. Как вот поломанное радио. Вы ей помогаете, я это вижу. А она вот это все переводит как в подачки, в насмешки и прочее, прочее. Еще больше вам скажу. Эта женщина, она увлекается эзотерикой, магией. По крайней мере, это все ее влечет. И, возможно, она даже кому-то обращалась. Возможно, вы даже вместе ходили кому-то. А она вам ведь не сказала всего, чего сказали ей. А ей там, поверьте, такого наговорили. Так ее вот это вот самомнение потешили. То есть еще ждите, что может она какие-то действия нехорошие совершать. Будьте поаккуратней. У этой женщины короткие волосы. Короткие. Была хорошим человеком. Что с ней случилось? Ну, как-то жизнь ее подломила. Не справилась. Эмоционально не справилась. Ну и пошла по вот этому пути. Пути ненависти. Это очень плохо. Очень плохо. Вы знаете, тут такое впечатление, что вам вот как один друг уйдет, зато другой придет. У вас, кстати, дружба идет откуда-то с дела какого-то. Вы по какому-то делу, по какому-то вопросу, может быть, вы будете посещать какие-то места, там познакомитесь, может быть, вы будете решать какие-то общедомовые вопросы, там с какой-нибудь соседочкой своей новой познакомитесь, может быть, на работе у вас новая коллега появится, вот там вы обретете настоящую искреннюю дружбу своего человечка, который действительно будет и душой, и сердцем с вами. Так что не расстраивайтесь. Если с кем-то вам придется проститься, знайте, что Боженька вам пошлет настоящего друга, настоящую подругу. Все у вас будет замечательно. Мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.